Этот дом для меня значит очень много. Я здесь прожила 54 года с 1962. Это первая наша, так сказать, отдельная квартира, что было большой редкостью, в то время с Андреем Сергеевым. В этом доме неоднократно жил Иосиф Бродский. Прошу вас. Вот это наша маленькая комната с Андреем Сергеевым была, а это наша большая комната, в которой и жил Бродский. Вошел такой очаровательно рыжий, красивый, широкоплечий, молодой человек и собрался снимать башмаки. А я ему сказала: не делайте этого, у нас нет половой проблемы, и никто у нас в доме не снимает обувь. Он так удивился, расхохотался тут же и сказал: как у вас здорово устроено в доме. Ну, прошел в комнату, и вот здесь стояла качалка, в которой он тут же сел и почувствовал себя счастливым. Качалка, слава богу, сохранилась, я ее перевезла. Вот все остальное, что осталось здесь, все погибнет вместе с этим домом, потому что его вот-вот снесут. Из Моskvoj turėjau du draugus. Tai Mika Goluševa ir Andrėjų Sergejevą. Labai artimus draugus. Ir Sergejevas buvo vienas iš Brodskio poetinių mokytojų. Jau dabar dėja nebėra jo. Mūsų visų gana geras pažįstamas ir net bičiulis lituanofilas. Aš su juo susipažinau Palangoje. Приехали мы туда впервые в 1963 году. С первой минуты, сойдя в Кретинге с поезда, мы поняли, что мы за границей и что совсем в другой стране. Мы приехали и пошли в сторону моря. И вдруг меня окликает женский голос: «Люда!» Я поворачиваюсь, боже мой, здесь первый раз. Я вижу Марину Кедрову, это моя сокурсница. Говорит: познакомьтесь, это мой муж Томас Венцлова. И они нас зовут к себе в гости. Прошло, наверное, недели две, не больше. Мы идем с Томасом, и он говорит: а вот навстречу идет мой лучший школьный друг. Это был Рома Скотилюс со своей женой. И тут выясняет Рома: как, вы никогда не были в Вильнюсе? Да нет, мы вообще первый раз в Литве. Ну так вам же надо в Вильнюс, приезжайте к нам. Dar prieš Josifų čia atvažiuojant buvo skaitę ir perrašinėję Brodskio eilės. Eilės sklido po visą Sovdiepiją tuo laiku ir pasiekdavo ir Vilnių. Kad egzistuoja toks poetas Brodskis, Josifas, mes sužinojom iš bendrų draugų Liudos ir Andrėjaus Sergejevų, su kuriais mes dažnai susitikdavom, dažnai pabendraudavom, padraugaudavom. Когда мы были в 1966 году в Вильнюсе, мы, конечно, звонили Иосифу. И он был в ужасном состоянии, в жуткой депрессии. Их, так сказать, отношения, видимо, колебались как маятник у Иосифа и у Марины Басмановой. И когда они портились, для Иосифа это было, он всегда говорил слова «конец света». Ну, конечно, хотелось человека из этого состояния вытянуть, понимаете? Тем более он уже прошел все-таки и суд, и арест. Kartą truputį pakalbėjęs, Andrėjus uždengė ragelį ranką ir pasisuko į mus, sakydamas Josifų plocha. Mudu su mano broliu Audroniu vienu balsu atsakėme, tegul važiuoja pas mus. А Иосиф был очень легок на подъем. И тут он быстро прилетел в Вильнюс, он взял такси и приехал по этому адресу. Iš taksi išlipo vidutinio ūgio, kiek rudo
gimė vaikinas, apsikabino su Andrėjumi, nutraukė nuo galvos kepkę tuoj ir pasiskundė Andrėjui Sergejui. Šitą aš puikiai atsimenu. Andrėjui, смотрите, Андрей, как меня обстригли. Gyvenome su laiku Liejyklos gatvėje, pirmam name faktiškai ten ne kampinis su Vilniaus gatve, o sekantis už Bromos, antram aukšte. Nuo vaikystės mūsų auginusią auklę, kuri pas mus irgi buvo nuostabų žmogų, čia jau atskira kalba turėtų būti verta ir filmų visų. Главное в этом доме была такая совершенно замечательная старушка Осития, которая улыбалась всегда, была очень верующей католичкой. Она всех гостей кормила, она смотрела, чтобы всем было удобно. Dabar ten iš gatvės šiek tiek kitaip atrodo. Iš gatvės buvo normali arka. Jei įėjus po kairė reikėjo prieiti kaip į kampą lyg ir kiemo ir ten ties durimis kabojo mechaninio skambučio rankena. Reikdavo nusileisti žemyn tais vidiniais laiptais kuriam nors iš namiškių ir kad įleist atėjusį jį. Ir čia viskas, kas liko iš Brodskio būtų. Dabar čia restoranas. Kaip dabar atsimenu, reiškia, tam mūsų didžiajam kambarį valgomajam, jau mes susipažįstam, stovim prie balkono durų į kiemą, pasiimam cigaretės ir jisai, reiškia, siūlom prirūkyti, reiškia, sulenkė, pat koją pakėlė į viršų, įtempė ir degtukų brūkšt, reiškia, ir užsidega degtukas. Jis laikais dar džinsai buvo kitos kokybės. Ir jis taip gražiai man, reiškia, если не брезгаете. А тут Иосиф его попросили почитать стихи. Он взял и тут же стал читать. Но как читал? Мы были загипнотизированы, заворожены буквально. Он умер в январе, в начале года. Под фонарем стоял мороз у входа. Не успевала показать природа ему своих красот кардебалет. Tiesiog jautėsi, kad tai žmogus, neeilinis žmogus, kuriam, kaip sako, iš viršaus kažkas tai labai duota. И эта поразительная старушка Осития, вот, в общем, не очень-то, как я понимаю, и грамоту знавшая, но с таким большим, потрясающим сердцем и с такой интуицией, она мальчикам своим по-литовски сказала, Ромас мне потом перевел, Осития сказала, вот этого нового гостя Бог точно поцеловал при рождении. Потом все стали расходиться спать, а мы с ним остались до утра разговаривать. Он меня с первого же раза назвал ханум. Это уважительное отношение к замужней женщине. Содержание наших разговоров я никогда не рассказываю и не собираюсь рассказывать. Много о чем мы вот так вот говорили. Ну, наверное, мы сразу почувствовали, что это свой человек. Вот у меня было ощущение. Liejyklos gatvė Vilniuje, o Peterburge Brodskis gyveno Liteinai prospekte, išvertus taip pat Liejyklos prospektas. Irgi keistas sutapimas. Labai keistas sutapimas. Toji Vilniaus topografija ir Peterburgo topografijos užsiklojo viena ant kitos. Ir Vilniaus kompanija, ir Peterburgo kompanija irgi labai gražiai užsiklojo viena ant kitos. Liejyklos. Родился бы 100 лет назад, и сохнущий поверх перины, смотреть в окно и видеть сад,
кресты двуглавой Катарины, стыдится матери и Кать от наведенного ларнета, тележку с рухлядью толкать, по желтым переулкам гетто вздыхать, накрывшись головой, о польских барышнях, к примеру, дождаться Первой мировой и пасть в Галиции за веру царя Отечества нет. Так пейся переделать в бачки и перебраться в новый свет, блюя в Атлантику от качки. Mes irgi labai mėgom girtas Ilyklos gatvė, tai yra prie pat, beveik senamiestis galima skaityti. Ir eidavom tuo laiku vadinamą Giedrių, dabar Ignoto gatvė, Švento Ignoto gatvė. Dominikonų vienuolyne turėjom tokį, žinojom kaip praeiti ten per antrą aukštą, tokiais laiptais ir nusileidžiam į tokį uždarą kiemelį, kur per vidurį stovėjo toks lyg ir koplytstulpis, mūrinis koplytstulpis. Nu, tai čia jau buvo tokia mūsų mėgiama vieta, kurią galima parodyti, kurią labai nedaug kas žino. Там есть внутренний дворик. Бывшие монастырские кельи, наверное, были, а в советское время там люди жили в этих кельях. Так у него была идея там снять квартиру. У него всегда бывали вот идеи. Никогда никаких денег-то и не бывало. Ir visi sutikti žmonės, jam matyti irgi turėjo, jam darė tam tikrą įtaką. Ir tai natūraliai įsiliedavo ir į kažkokioj formoj, kad ir toje epigramoje, reiškia, apie mane, sakysim. Если бы слить воедино все, что влито в этого блондина, была бутыль величиной в костел. Это про меня. Iš Josifo Brodskio laiško Sergejevams. Broliai vienas už kitą geresnis. Tokie nuostabūs charakteriai. Be tos idiotiškos rusiškos isterijos. Vėliau atvažiavo Tomas. Džiaugiuosi ir net šiek tiek didžiuojuosi šią pažintimi. Nepaprastas vaikinas. Puikus veidas. Didelis jums už jį. Ačiū. Mūsų likimai kažkuo turbūt buvo panašus. Abudu mes nemėgome valdžios ir valdžia nemėgo mūsų. Abiejų mūsų nespausdino, arba jeigu spausdindavo, tai būdavo stebuklas ir didelė išimtis. Abudu mes aplinkinėje visuomenėje buvome tokie laikomi tokiais neprisitaikėliais ir keistuoliais. Jam norėjosi kažkokio dvynio. Jis bandė tokių dvynių ieškoti Rusijoje ir Peterburge ir Maskvoje ir faktiškai nesurado. O Lietuvoje surado. Jis net vadindavo mane dvyniu ir jo eilėraščiuose, kurie skirti Lietuvai, tas dvynių zodiako ženklas vaidina там tikrą vaidmenį. Вот именно с Литвы начались у Иосифа стихи, так сказать, о противопоставлении империи и вот, так сказать, центра этой империи с провинцией. Я думаю, что одна из причин, почему его тянуло в Литву, именно потому, что это была окраина империи. С одной стороны, подчиненная центру, а с другой стороны, все-таки достаточно своенравная. Это было какое-то, пусть полуоткрытое, но все-таки окно в Европу. И очень такой неназойливый, приветливый круг общения. Вот все это, на мой взгляд, в тот момент жизни подействовало на Бродского умиротворяюще. Это был как холодный компресс на его вот разгоряченный лоб человека, который мучается страстями. Поэтому для него всегда Литва ассоциировалась с покоем, безопасностью. То есть она его как-то умиротворила. Доминиканы, сверни с проезжей части в полу, пустой проулок и, войдя в костер пустой об эту пору, сядь на скамью и, погодя, в ушную раковину Бога, закрытую для шума дня,
шепни всего 4 слога, прости меня. Josifas skaitė eiles. Romo Katiliaus bute ten atėjo galbūt apie 10 žmonių, mūsų artimų pažįstamų, ir buvo toks grinai privatus poezijos vakaras. Aš tada į dienoraštį užsirašiau, kad sunku buvo klausyti, kadangi klausyti angelo balso arba mūzos balso, valandą gali skaityti, gali klausyti galbūt keletą minučių. Pirmas vizitas pas mus, reiškia, svečiavimasis Josifo, kelias dienas buvo ir po to jis išvažiavo į Palangą. Iš vakaro, prieš jam išvažiuojant, atėjo dar pas mane tokia, reiškia, mergaitė, su kuria mes padraugaudavom kartais. Ant rytojaus jau susitinku Josifą su ta mergaitė Vilniaus gatvėje. Josifas toks biskis susimėtęs, sako, mes važiuojam į Palangą ir su tavo panelė. Tai ką, mes tai nusišaipėm ir tiek. Tai mergaitė jo skaitymas, tai jau čia buvo ho, čia tikrai, reiškia, įspūdį darė begalinį. O Josifas, kaip žinom, reiškia, jis mėgo мотерис, kuriomis daro įspūдį. Мы его вызвали, чтобы как-то освободить от депрессии, и это сработало потрясающе, потому что он поехал потом в Малангу, там музей янтаря, потому что там работал Петр Сьюдялис, мы его называли Петр Антонович, который 9 лет провел на Воркуте, только потому, что он издавал какой-то футуристический журнал. Мой тесть, он определил Иосифа сразу. Если его не посадят, то пусть он уезжает. У него на лбу написано, что это антисоветский человек. Так что литовцы тоже имеют какой-то нюх. Iš Josifo Brodskio laiško Sergejevams. Gintaro ir Jūratės Žinys apgyvendino mane kambaryje su balkonu. Priešais auga jaunutis klevas, kuris žvilgčioja į mano kambarį, tuo labai primindamas čekistą. Tik ir lauk, kad jis tuo išskleis laikraštį. Kambaryje supamas krėslas labai panašus į Jūsiškį. Dėmesio keleivius skrendančius reisų 1066. Palanga, Maskva. Prašome išeiti į peroną ir sėsti į lėktuvą. Палангин. Только море способно взглянуть в лицо небу, и путник, сидящий в дюнах, опускает глаза и сосет венцо. Как изгнанник царь без орудий струнных, дом разграблен, стада у него свели. Сына прячет пастух в глубине пещеры, и теперь перед ним только край земли, и ступать по водам не хватит веры.
Brocki. No i przywiózł dziewczynę, córkę profesora organowej muzyki w Leningradzie. No i przyjechała do naszego kościoła pograć na organach. Za 2 godziny Bacha grała, a ten pan Brocki jeszcze nogami miechy tego dusił. To już nie było granie, tylko była mowa. Apie Kauną jis pasakė, kada jam parodė Kauną nuo Aleksoto kalno, kur nuostabus vaizdas jų pusantaka ir į Kauno senamiestį, pasakė, nu kamgi reikalinga Europa, jeigu jau čia viskas yra. Vilniuje, ką jis ypatingai mėgo, kokias vietas? Na, Liejyklos gatvė, kuris gyveno, ypatingai mėgo Šventos Kotrynos ir Dominikonų bažnyčios, kurios yra palyginti netoli nuo Liejyklos gatvės. Be to Neringos kavinė. Кафе Неринга. Время уходит в Вильнюсе в дверь кафе, провожаем отребезгом блюдец, ножей и вилок, и пространство, прищурившись под шофе, долго смотрит ему в затылок, потерявший изнанку пунцовый круг, замирает поверх черепичных кровель, и кадык заостряется точно вдруг. От лица остается всего лишь профиль и веление щунчего слыша речь. Подавальщица в кофточке из батиста перебирает ногами, снятыми с плеч местного футболиста. Antakalnis dar buvo jam artima vieta, ten gyveno Virgilijus Čepaitis su žmona Nataša Trauberg. Su Virgilijum Čepaičiu jie sukūrė laikraštį, tokį tarsi sienlaikraštį, kuris vadinosi Pravda Matka. Ir ten buvo keletas labai juokingų Brodskio tokių ekspromtų eilėraščių. В нашем маленьком борделе жил по нескольку недель В. Ульянов. В самом деле посетите наш бордель. Ir daug tokių dalykų, už kurios, jeigu būtų tą Pravda Matką tarybų valdžia konfiskavusi, tai būtų tekę atsakyti už Lenino paniekinimą ir panašius daiktus. Прибалтийские республики были немножко более свободны. И вот эти некоторые вольности очень остро всеми нами, и Иосифом в особенности, ощущались. И я думаю, что именно это привлекало Иосифа в Литве, вот этот, ну я бы не сказал дух свободы, веяние свободы. В принципе, visgi ta atmosfera, politinė gal ji nebuvo tokia įkyri, bet ta bendras fonas buvo labai sunkus ir būtent neperspektyvus. Nes apie tai, kad tapsim kada nors nepriklausomais, tai čia galėjom tik tai svajot sapnuose. Negyvuoja tarybinių tautų draugystė! Kada Lietuvos KGB pradėjo manimi domėtis, aš nusprendžiau, kad reikia išsikelti į didelį miestą. Ir jie manęs, mano kuklios asmenybės, galbūt ir nepastebės. Aš išvažiavau į Maskvą, o Josifas atvažiavo
į Vilnių, iš dalies dėl to, kad ištrūktų iš Leningrado arba Peterburgo KGB akiračio, o Vilniaus KGB, kol, taip sakant, pastebės, kol prisitaikys, praeis šiek tiek laiko. Vilnius jam buvo toji vieta, kur galima laisviau pakvėpuoti, kaip Puškinui ar Lermontovui tai buvo Kaukazas. Jis ne tik Vilniuje rado užuovėją nuo valdžios, bet ir tokią užuovėją nuo savo vienatvės. И он приезжал туда, между прочим, один раз, чтобы встретить там уже вот знакомую англичанку, в которую он был влюблен, и готов был на ней жениться, но ей потом визы не дали. Потом он привозил другую американку туда. Вот. И вообще ему там все нравилось. Apsilankymas Sudervėje man vienas iš tokių momentų, kuris man labai visada ateina į galvą, kada aš juos čia prisimenu. Ir apsilankymas Trakuose, kur mes aplankėme Trakų pilį. Josifas tada net labai aukštai, turbūt 5-ajame jau donžono bokšto aukšte, atsisėdo ant turėklų, netgi rizikuodamas. Pakėlė ranką ir sušuko aš Lietuvos herbas, kitaip sakant, vytis. Jam tie Lietuvos ženklai buvo svarbus ir jis nors ir su jumoru, bet drauge ir su pagarba į tuos dalykus žiūrėjo. Герб, драгоноборческие гори, копье в горниле аллегорию утратив, сохранил досель коня и меч, и повсеместно в Литве преследует он честно другим невидимую цель. Кого он, стиснув меч в ладони, решил настичь, предмет погони, скрыт за пределами герба? Кого, язычника Геура, не весь ли мир, тогда не дура, была увита в та губа. Родители познакомились с Иосифом летом 1966 года. В декабре того же 1966 года родители переехали жить в Ленинград, где папа получил работу в институте физики. И вот с тех пор и до вынужденного отъезда Бродского общались они очень много. Родители говорили, что иногда там 2-3 раза в день встречались. Savo šeimos jis tada neturėjo, jo susikūrė jo tikra šeima, tik tai paskutiniaisiais gyvenimo metais ir jau emigracijoje. O Romas, jo žmona Elė, uzbekė, kalbanti lietuviškai ir kalbanti rusiškai, kurią Josifas vadino Hanum, jie jam kažkokią prasme pavadavo šeimą. С Мариной как я познакомилась? Она уже была в положении. Наверное, нашему адресу было пару месяцев. Вот сразу скажу, я как-то не приняла Марину. Когда Йосиф сказал, что я знаю, она тебе не понравилась. Нет, она хороша собой была, очень такая Мадонна, немножко в моем представлении. Вот такой профиль, осанка. Марина была очень сдержанный, очень такой закрытый человек. То есть тут была какая-то такая противоположность большая Иосифу, потому что если он располагался к людям, он был очень открыт и эмоционален. А на самом деле мне было трудно даже самой себя объяснить,
Чем она мне не понравилась? Что-то было не то. Ну, потом жизнь показала, что было. Было за что не так уж ее. Но он ее любил. Любил очень сильно и долго. Когда Марина была беременна, мы очень обрадовались, что вот все, может быть, слава богу, наладится, и все будет совсем замечательно. И он поехал в Литву и присмотрел в Дубенгае дом, и где, в общем, в тихом, спокойном месте вот можно было. Но тут, увы, произошла опять у них ссора. Он сказал про Марину. Марине ведь не важно, какой я поэт. Ей важно, какой я человек. А вот как человек я ее не устраиваю. Вот был такой большой разлад и большие сложности. И вот когда, значит, он отказался от этого дома в Дубенгае, Марина уехала, ничего ему не сказав. Но 8 октября 1967 года она родила сына Андрея. Когда Марина родила, и очень скоро возникли проблемы, и он не мог с сыном общаться и его видеть, тем более гулять и заниматься им. Он всю свою любовь перекинул на Андрюса. Он с ним играл, он визжал, Андрюс на нем верхом катался. Когда мне исполнилось 2 месяца, Иосиф пришел с фотоаппаратом, как бы задокументировать мое появление. Это отражено в одном из рисунков. Папа, мама, я младенец и фотограф Бродский с фотоаппаратом. Просто беседуя, разговаривая на разные темы, он мог рисовать тоже на любой бумажке. Почему я это все не выбрасывала вплоть до салфеток? Не знаю. Я же никогда не думала, ой, у меня тут гениальный человек сидит. Нет, Ося тут. Особенно не обращали же мы внимания, что он чиркает, и это все не выбрасывалось. В 70-м году родители получили квартиру в новом доме, построенном Академией наук на проспекте Энгельса. Уезжая в Вильнюс, а поездки были достаточно частыми, они оставляли Иосифу ключи от квартиры, чтобы пока их нету, значит, пока нас нету, он мог там жить. Иосифу нужно было, и это понятно, некое уединение. Вот чтобы можно было сосредоточиться, писать, чтобы никто не мешал. Потому что здесь полного уединения по понятным вам причинам быть не могло. Родители рядом. Ровно рубль стоило такси от нашего дома до его дома. Это считалось 10 километров. И всегда этот рубль был готов. У Котелюсов были очень хорошие отношения с Мариной. И Марина, вообще человек замкнутый, не склонный к широким контактам, тем не менее имела какие-то душевные
связи с Катилюсами и довольно часто там бывала. Марина пришла поздно вечером с Андреем. Мы что-то там с Андреем сначала играли, потом о чем-то разговорились. Ну и как-то из разговора вышло, что я-то знаю, кто твой папа. А он, оказывается, не знал. А где он? А что он? Я говорю, так подожди, ну твой папа поэт, живет в Америке. Так что да, Андрей от меня узнал, что его папа поэт. И потом он, конечно, достал расспросами Марину. Ну, там уже дальше без меня история развивалась. Безусловно, отношения с Катилюсами были очень сердечными и очень простыми. Ромас давал дельные советы, к которым Иосиф в какой-то мере прислушивался. Ėjo kalbos apie tai, rodos, ir Jevtušenka tuo rūpinosi, kad išeitų jo rinkinys. Jevtušenka, kiek žinau, jam pasakė, kad turi būti kažkoks lokomotyvas, turi būti eilėraštis skirtas, sakysime, Leninui, po kurio visa kita jau gali būti tai, ko tu pats nori. O rinkiniui apie Leniną, žinoma, Josifas niekada nebūtų rašęs, bet buvo jo toks eilėraštis liaudis. O drauge eilėraštis geras ir, taip sakant, neprisitaikėliškas. Bet Romas jam pasakė, kapituliuoti prieš šitą valdžią negalima. Jeigu kapituliuoja, tai baigta, jau tu, taip sakant, netenki visko. Ir Brodskis nekapituliavo, jis atsisakė tą eilėraštį spausdinti, Romo pasiūlytas, po to jau jam tikrai turbūt neliko kito kelio, tik tai emigruoti. Для Бродского это было существенным. То, что родители на какие-то вещи советской жизни смотрели немножко под другим углом, чем большинство, сказать, окружавших их здесь людей. Ну, потому что литовских друзей Иосифа, включая моего папу, воспитывали люди, выросшие в независимой Литве, в стране с другим мировоззрением, безусловно. Когда Надежда Яковлевна Мандельштам приехала последний раз в Ленинград, сказала Ромасу, что в Москве она слышала, что около Иосифа теперь есть такой положительный литовец. У них был один плащ на двоих, который привезла Анна Андреевна Иосифу из Италии, с такой утепленной подкладкой. Сначала поносит эту вещь Ромас, а потом это переходило к Иосифу. Точно так же дубленка. Не знаю, кто привез Иосифу, и они носили точно так же. Уезжая, естественно, Иосиф оставил Ромасу эту их дубленку на двоих. Я зашел, ничего не зная, в тот вечер к Бродским на Пестеля 10 мая, и там узнал новость, что Иосиф вынужденно уезжает. Все, надо сказать, сидели низко, опустив головы. И я стал в первую очередь успокаивать родителей, объясняя, что в конце концов это не так плохо. Но я думаю, что будущее показало, или даже, скажем так, доказало, что отъезд был не только выходом, но и входом в нечто весьма значительное. Paskutinę dieną mes praleidom kartu. Yra likusi net fotografija iš to meto, kur sėdima būdu Pestelio gatvėje, ten yra cerkvė
kurią be ko kito pastatė Stasovas, tas pats, kuris pastatė Vilniuje vadinamosius Napoleono rūmus, kur dabar yra prezidentūra. Tai vienas iš momentų, kuris jungi Vilnių ir Peterburgą mūsų sąmonėje. Ir tada jis man pasakė, kad jau į aerouostą nevažiuok, kad nebūtų bereikalingų dar papildomų pergyvenimų. Ir aš nevažiavau. Это было такое ощущение, как вот ты как в ступоре. Ты ни о чем думать не можешь, ты ничего делать не можешь. Ты даже поплакать как следует не можешь. Когда уже ранним утром 4 июня 1972 года Иосиф должен был лететь в Вену, мы вместе с Ромасом, ну, естественно, с Иосифом, вот тут напротив сели в такси и поехали в аэропорт. Литовская миграция взяла его под свою опеку буквально с первых дней его пребывания в Америке. Они считали его человеком, который любит Литву, понимает Литву, как бы немного литовцем. Mes taip sutvarkėm, kad yra viena, galbūt pati liberaliausia išeivių organizacija, kuri tenai buvo, tais laikais tai Santara šviesa. Tai pasiūliau, kad reikėtų Brodskį pakviesti. Tai jis atvyko. Jis neskaitęs, pakalbėjo apie savo praeitį Lietuvoje, apie Venclovą ir kad čia reikia jį pagalvoti, kaip iškrapštyti iš plačiosios sąjungos. Jie pakvietė Josifą į Tabor farmą, o Tabor farma tai toks vėlesniojo Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus toks ūkis. Ten buvo alaus statinė, prie kurios prie krano stovėjo Valdas Adamkus ir jeigu kas nors prie jo prieidavo ir paprašydavo, jis atsukdavo kraną, pripildavo alaus bokalą ir pareikalaudavo $1. Ir taip Josifas Brodskis porą kartų išgėrė porą alaus bokalų ir davė jam $1. Tai ir buvo būsimojo Lietuvos prezidento ir būsimojo nobelisto pirmasis susitikimas. Первое длинное письмо от 17 мая 1973 года моим родителям из города Коламбус. Странное это дело, но тоскую по Литве так, как если бы прожил в ней годы, а не 3 месяца в сумме. Ощущение вакуума, ну, разумеется же, оно возникло. Это даже был не вакуум, а я даже не знаю, как это определить. Iš Josifo Brodskio laiško Romui Katiliui. Neįmanoma išvengti nostalgiškų gaidų laiške iš tokio atstumo. Bet tai ne nostalgija, mano draugė. Tiesiog benamio meilė namams. Pernelyg didelė realybė teko mano pojūčiams. Man būtų pakakę Pestelių ir Liejyklos gatvių. Ten iš karto gavo Milošo laišką, kuris, kaip Josifas nekartą sakė, buvo svarbiausias jo gyvenime laiškas, kur buvo pasakyta, kad jūs be abejo bijote, kad nebegalėsite rašyti, bet būna poetų, kurie emigracijoje nebegali rašyti, bet taip sakant, būna ir tokių, kurie gali. Jie taip tuo pačiu įrodo, kad jie tinka tam naujajam pasauliui ir aš tikiuosi, kad panašiai bus ir su jumis.
Милош как человек удивительный, ну, мультикультурный, да, то есть человек, который писал на польском, считал себя, в общем-то, литовцем и жил в Америке, он прекрасно понимал, как себя чувствует за границей человек, который из своей языковой среды, своей вообще среды обитания, своего общения выброшен куда-то в такое некое безвоздушное пространство на первом этапе. Aš išvažiavau 5 metais vėliau negu Brodskis. Man padėjo irgi galbūt ne kokiais konkrečiais veiksmais, o savo egzistavimo, savo pavyzdžių padėjo ir Milošas, ir Brodskis. Иосиф Бродский был мой друг, и он говорил, что литовцы самая хорошая нация в империи. Mes, trys poetai draugai, atstovaujantys trims kalboms - lietuvių, rusų ir lenkų. Mes raginame pasaulio bendruomenę, visus mūsų kolegas rašytojus ir visus sąžiningus žmonės ryžtingai pasmerkti nežmoniškus sovietų išpuolius prieš Lietuvos gyventojus. Paskutinių dienų įvykius galima palyginti su pačiom bjauriausiom sovietinės sistemos apraiškomis. Одно из проявлений вот этого братства, этой солидарности, этого, как сказать, понимания, взаимопонимания, это письмо 3 в «Нью-Йорк Таймс» в январские дни 91 года. Niujorke buvo jo artima bičiulė, gyvenusi tame pačiame name, Maša Vorobjova. Nikolajaus Vorobjovo, arba kaip lietuviškai sakoma, Mikalojaus Vorobjovo dukra. O mes su Romu Katiliumi Mikalojų Vorobjovą labai mėgome, nes jis parašė galbūt geriausią, bet kada parašytą knygą apie Vilniaus meną, apie Vilniaus архитектуру. Маша, которая росла в Литве и в Каунасе, и в Вильнюсе, а потом вместе с отцом эмигрировала вся семья в Америку, вдруг начинает опекать и помогать Бродскому. Вот такие тоже странные и необыкновенные вот сопряжения с Литвой были в судьбе Бродского. Taip išėjo, kad aš buvau vienintelis iš lietuvių, kuris atsidūrė Amerikoje, netoli Josifo. Mes turbūt porą kartų per mėnesį susitikdavom. Mano žmona Tania mus, taip sakant, vaišindavo pietumis ir sykį jisai pasakė, Tomai, nejaugi tave kasdien šitaip maitina. Venclova nutarė ženytis pas rusų serkvei su savo pirmą merginą. Iš Sankt Peterburgo buvusi. Tomas užsinorėjo, kad čia būtų ypatingai tokiai, nu čia pravoslavio bažnyčiai Niujorke. В имя Отца и Сына и Святаго. Ir aš atsimenu, kad man teko kartu su Brodskiu laikyti karūnas virš Tomo galvos. Jis man sakė vakaruose, kad aš esu pratęs gyventi be tėvų, be mylimos moters, be sūnaus, bet man sunku gyventi be 5 žmonių. Ir jis suminėjo kelias pavardės ir 5 buvo kaip tik Romas Katilius. Так уж сложилось, что увидеться родителям и Бродскому так и не довелось. Бродского не стало, а, сказать, остались, ну, вот семейные воспоминания. И в конечном итоге издана книжка о связях Бродского с Литвой, составленная папой. Эта книжка может интересовать в первую очередь, конечно, литовскую публику или читающую по-литовски, но также и более широкую публику. И, значит, ее надо дарить, как мы понимаем, литературным друзьям Иосифа во всем мире. Иосиф понимал, что прекрасный поэт Томас, что он действительно лучший поэт Литвы.
Ромас же был человеком-оруженосцем, я бы вот так даже сказала. Это рыцарское служение, это оруженосец. Человек, который кропотливо, я это видела, собирает все, что можно собрать, значит, о Иосифе. Kada Josifas mirė, po to įvyko gedulingos pamaldos po 40 dienų, kurie buvo pakviesta daug poetų ir tada kiekvienas skaitė kokį nors Josifo eilėraštį. Ir mes du lietuviai skaitėme su Romo eilėraščius. Aš perskaičiau Josifo natiurmortą, o Romas Katilius perskaitė eilėraštį apie Vilnių, Dominikonus. Taip atsitiko, kad Lietuvai skirtas eilėraštis buvo perskaitytas per tas labai reikšmingas iškilmes. Tomas Venclova Josifui Brodskiui. Mums patikėjęs mūsų likimus, žengi dabar į atminimų lygį. Bet kiekviena akimirka dvilypė ir dviguba šviesa palydi mus, kasdien, kasnakt siaurėjančiam rate. Atoslūgis, ant smėlio žvilga valkos, akis dar neskiria akmens nuo valties tuščiam krante. Iš tų laikų liko Sergejeva, liko Tomas, Elė, aš. Faktiškai taip. Taip, kad visiems jau eilė, niekur nesidėsim. Уходящие mes jau. Если бы я сейчас мог обратиться к Иосифу, чего бы очень хотел, я иногда его вижу и во сне, надо сказать, то я бы сказал ему первым делом: ну, Иосиф, почитай что-нибудь новенькое. Конечно, хотела бы, чтобы он приехал увидеть его. Вы сняли и квартиру, вы сняли и дом этот, которого теперь нет. Так что теперь только мои воспоминания и то, что вы сумели сделать, остается как память.